Никто достоверно не знает, когда именно был основан Ташкент, столица современного Узбекистана. Но доподлинно известно, что это произошло как минимум за несколько веков до нашей эры. По оценкам археологов, первые люди на территории современного Ташкента появились примерно 17 тысяч лет назад. Как полагал тюркский филолог Аль-Кашгари, название города, образованное из тюркских слов «таш» и «кент», можно толковать как «каменный город». Город был фактически отстроен заново после мощнейшего землетрясения 1966 года. Сегодня на парки и скверы приходится около 30% всей общей площади Ташкента. Благодаря низкому уровню загрязнения воздуха этот город является одним из немногих мегаполисов в мире, где можно ночью увидеть звездное небо. Джанкой – город на севере Крыма. Его название переводят с тюркского как «душа деревня» или «милая деревня». В то же время специалисты считают более обоснованной этимологию, выводящую название Джанкой от «Жана-Кой» – «новая деревня». Современный Джанкой – небольшой городок в Крымской степи, где на первый взгляд протекает скучноватая провинциальная жизнь. На самом же деле город многолик, самобытен и многообразен. Его недаром называют воротами Крыма, ведь именно из Джанкоя идут пути во все стороны полуострова. Саратов является одним из крупнейших в своем регионе. Задолго до основания этого города на его месте находилось городище Золотой Орды. Есть предположение, что название города произошло от слов «сары», «тал» – «желтая гора». Зимы тут холодные, почва промерзает иногда до 1,5 метров вглубь. В самый же жаркий день температура здесь поднимается до плюс 41 градуса по шкале Цельсия. Несмотря на то, что Саратов не входит в список городов-миллионников, он давно вошел в топ-20 самых густонаселенных городов России. С учетом пригородов здесь проживает около 1 миллиона 200 тысяч человек. Саратов подарил России множество великих людей. Именно здесь родился Николай Семенов, единственный российский ученый, получивший Нобелевскую премию по химии, а также знаменитые советские актеры Евгений Миронов и Олег Табаков. Здесь же учился первый в мире космонавт Юрий Гагарин. В каждом уголке нашей Родины, да и по всему миру, можно найти следы наших предков. Важно лишь увидеть, услышать и познать. Ассаляму алейкум!